Дорога, дорога, счета нет шагам, и не знаешь, где конец пути. По дороге мы идем по разным сторонам. Улыбнись мне хоть как-нибудь взглядом, улыбнись, я напротив, я рядом. Побегу на красный свет, оштрафуют, не беда, только ты подскажи мне, когда. Вот с таким стихотворением Владимира Высоцкого я хочу наше видео начать и рассказать про путешествие в Южный Казахстан из Алматы в Тараз, Шымкент и Туркестан. С моей семьей мы уже объездили почти весь Казахстан, посетили множество аулов, городов. И теперь в сентябре 2023 года отправились еще южнее от Алматы в город Тараз. Это очень древний город, который оставил свой след, или на котором оставил след шелковый путь. Конец сентября оказался самым идеальным временем для посещения Южного Казахстана. В Алматы уже мы ходили в курточках, а как ты уже отъезжаешь от города, то становится теплее, небо выше, солнце больше и ярче светит. А в Таразе уже такая комфортная погода стоит. И в Таразе, в музее, мы нашли якутский чоран. Мы сами из Якутии, поэтому нам очень важно было и отрадно увидеть наш чорон с надписью, с благословением музея Тараза. Мы поехали с тремя детьми и очень неспешно путешествовали, осматривали все достопримечательности. Я не буду вам рассказывать о каких-то вот исторических справках, потому что мы все на месте решали, информацию в интернете не так много было, и поэтому мы просто приехали в Тараз, поехали в город и смотрели, на что можно посмотреть. Благо город такой компактный и полностью усыпан историческими местами. Ну, например, вот это место, это старый город, баня, по-моему, была, и можно вот зайти туда, посмотреть, побегать, потрогать, увидеть своими глазами, как же выглядел Тарас и как люди жили в X веке. И самое удивительное, что меня поражает в истории Казахстана, то, что у них уже тогда был, был водопровод. Это что-то с чем-то. И теплые полы. В Казахстане мы уже чуть больше года на момент поездки и уже как-то разбирались об истории Казахстана, и было понятие, что, где, когда, кто это. И мне, например, в Алматы или в другом городе Казахстана нравится, что название улиц носят исторические личности. И ты волей-неволей начинаешь интересоваться, кто такой Талибей, Казыбекби, кто такой Богенбай Батыр, кто такой Сейфуллин или Роза Бакиев. Поэтому в этих поездках мы все равно соприкасаемся историей, изучаем, углубляем наши знания и показываем нашим детям о том, что мир совсем разный и другой. И такие поездки вот по таким старым развалинам детям очень нравится. И нам самим с мужем очень интересно. Так как Казахстан мусульманская страна, здесь очень много верующих, и в основном по Южному Казахстану, вот в Тарас, например, приезжает очень много паломников. И тем дальше на юг мы поедем, вы это заметите, особенно в Туркестане. Здесь, в Таразе, нам понравилось, потому что это такой спокойный, уютный город. Мы приехали к выходным, и людей на улицах было очень мало, очень необычно это было. А в будни, когда мы уже уезжали, народу стало побольше. Мы везде, куда приезжаем, пробуем только национальную кухню
особенности, какие особенные какие-то блюда ищем, места ищем только вот по 2 ГИСу, там как-то больше информации. После Тараза мы поехали в Шымкент. Мы распланировали нашу поездку таким образом, чтобы оно было по одной плоскости. В Таразе я рекомендую обязательно посетить мавзолей Айша Биби и Бабаджи Хатун. Это уникальное архитектурное строение. Здесь об Айша Биби, кстати, вы будете слышать почти во всех музеях Казахстана и видеть воочию это сооружение нечто потрясающее. В поездку я взяла с собой длинную юбку, такие объемные вещи и платок, потому что это дань уважения верующим. И в наших планах было посетить множество вот таких святых мест, и туда желательно заходить в специальной одежде. Мужчинам, кстати, не разрешается ходить в шортиках и тоже в открытой одежде во всех святых местах. Это нужно учитывать. Кстати, у меня была кепка, но в любом случае, потому что, может быть, я похожа на казашку, и бабушки на меня так косились строго, поэтому я все равно надевала платок. Дороги в Казахстане потрясающие, очень живописные виды, и горы, и степи, и такие просторы. Кстати, у дороги можно остановиться и купить любой сорт яблок. И видите, сколько разных видов яблок, они там же растут, очень много меда. И очень интересно вообще ехать и смотреть. Шымкент является третьим крупным городом Казахстана и настоящим кормильцем всей страны. Здесь очень развита и промышленность, и сельское хозяйство, все-все-все. Город очень красивый, и всегда возникает вопрос, Шымкент или Чимкент? Но когда мы спросили у ученого в музее, он объяснил, что город правильно называется Шымкент. В Шымкенте очень комфортная температура. Кстати, в сентябре на момент посещения было намного теплее, чем в Алматы. Тем дальше ты едешь от Алматы, становится теплее и теплее. В Шымкенте очень много таких краеведческих музеев, исторических мест, старых городов. Всю информацию мы находили в интернете и просто тыкали и ехали туда. В Шымкенте, да, и во всем Казахстане, в принципе, очень безопасно. Будь ты одна, или с детьми, или всей семьей, везде так спокойно. По вечерам очень много молодежи, людей на улицах в центре города. И хочу отметить это место, очень красивое здание местной полиции. Мы по вечерам несколько раз гуляли по городу, сидели на верандах, ужинали. Просто очень такие теплые воспоминания остались от Шымкента. Он совсем другой, чем Алматы. Шымкентские улицы самые длинные в стране. В третьем мегаполисе насчитывается порядка 2000 улиц, и общая протяженность их 2100 километров. Также Шымкент самый большой город Казахстана по размеру занимаемой территории. Ну и, конечно же, всем ясно, что Шымкент самый солнечный город в стране. И удивительно, что Шымкент является лидером по рождению близнецов и тройняшек по всей стране.
В предыдущем видео я поняла, что про еду очень мало. Здесь вот, например, мы зашли в местное кафе, ресторан. Ну, по мне так это вообще дворец еды, именно восточной казахской кухни. Очень красивые места общепита в Казахстане. Вот заходишь и прям дворцы красивые-красивые. Еду не снимала, не до этого было, простите, но в следующий раз сделаю на этом еще упор. Как истинные саха, мы всегда тянемся к дикой природе. И в поездках всегда посещаем различные парки, где без большого количества людей можно спокойно прогуляться среди деревьев, как-то отдохнуть, привести себя в порядок. Шымкент очень красивый, очень много цветов, сажают. И, например, меня вот эта роза просто удивила, она выше, чем я была в высоту. Наверное, Великая Отечественная война оставила огромный след в любой стране, в любом народе и в любой семье. И в память об этом здесь очень много памятников и центров. Попрощались с зеленым Шымкентом и дальше направились в Туркестан, в сказочный, невероятно красивый, современный, ну, в общем, потрясающий город, который нас покорил всех. Повествование я хочу начать с нашей съемной квартиры на пару дней. Это почти типичная квартира. Мы сняли в центре туристического центра, города имеется в виду. Везде, как видите, ковры, красиво, дорого, богато. Мы жили на первом этаже. Не знаю, в Казахстане нам очень понравилось жить на первых этажах. В Туркестане с первых минут нам было очень комфортно и очень красиво. Тут какая-то аура особенная, наверное, совсем иная, чем в других городах Казахстана. Я не была в Дубае, я не была в других таких восточных странах, но здесь очень красиво. Ты как будто попадаешь в настоящую сказку. Ну и, конечно же, кошки. Очень много кошек. У меня дети обожают. И вот преследовали эту чукурушку и на память оставили такое видео мне. Aytadilar da siz yosh, halol, baquvvat xizmatkorsiz. Nega uylanmaysiz deganlari deganda. Ha, aytgancha Maysara Bonu. Туркестан — это как оазис. Тут все новое. Это один из самых таких крутых туристических центров в Казахстане. Очень много красоты и самая главная достопримечательность, которая привлекает людей со всего мира, это мавзолей Ходжи Ахмета Ясуи. В Туркестане мне понравилось то, что вот древность, как гармонично соседствует с современными строениями, или даже наоборот, современность очень органично вписалась в вот такую древнюю классику.
Это место, вот каждый сантиметр этого города имеет свою уникальную историю. Город Туркестан является центром паломничества, также именно центром тюркской культуры. В Туркестане ты словно в сказке. Я, наверное, уже несколько раз об этом упомянула, но здесь действительно как сказка. Вот ты гуляешь по оазису, вот ты оказываешься в пустыне, и тут было действительно жарко, солнце печет, и ты идешь по этим улочкам древним-древним, и ты все это можешь все потрогать. Детям было очень интересно. С заходом солнца в Туркестане сказка только начинается. Жизнь начинает бурлить совсем иначе. Каждый вечер в караван-сарае в центре проводится театрализованное представление на искусственном озере. И мы попали как раз-таки в полнолуние. Вот смотрите на видео, очень красиво. Представление обязательно стоит посмотреть. Это отсылки к древнему фольклору, истории. Очень красиво. В каких-то моментах мы там испугались, радовались. И было очень эмоциональное шоу. В Туркестане очень современные, интерактивные и разнообразные музеи. Они точно понравятся и взрослым, и детям. Здесь очень красиво, просторно и необычно. По всему городу вот такие фонтаны. Летом в жару, наверное, это очень круто освежает. И вода очень чистая. Даже я успела поиграть. Это такое своеобразное развлечение. И город полностью, кстати, искусственный. Это же все-таки степь, такая полупустыня. И вся зелень, она привозная. Ее вот привозили, сажают и ухаживают. А на самом-то деле все так пустынно, вот как на этом видео. Чтобы поддерживать такую красоту, райские сады, работает очень много людей. Здесь очень красиво. Я не знаю, наверное, это один из самых красивых городов, которые я посетила. Мы также выезжали за пределы города. За пределы города это уже вот настоящая такая атмосфера пустыни. И увидели прям верблюдов. Они пасутся просто так, я не знаю, они дикие, не дикие, но мне так захотелось к ним приблизиться, они от меня убежали. Также мы по дороге вообще вот, когда ехали из Алматы, видели лису, змей видели, кого-то еще видели. Журавля, по-моему, видели. Очень много, вроде бы такая вот пустынная земля, но в ней столько животных, птиц. Также мы успели посетить одно святое
место, главное в исламской религии, это мавзолей Арастана Баб, где хранится старинный рукописный Коран. По вечерам в Туркестане очень красиво. Про еду, к сожалению, я ничего не сняла, но здесь почти в каждом заведении очень вкусно и недорого можно поесть. Город Туркестан в нашем сердце занял особое место. Мы здесь даже хотели остаться подольше. Мы и остались на один день больше, чем планировали. И с такой благодарностью уехали из этого города дальше еще в одно необычное место. По дороге мы останавливались в вот таких чайных и вкусно уплетали плов, манты. Следующая наша остановка была в пещере Акмешит. Это самое таинственное место в Казахстане и входит в топ самых посещаемых и прям обязательных посещений мест в Казахстане. Здесь очень много легенд. Это место какой-то сверхмощной энергетики, потому что я, когда сама зашла в эту пещеру, спустилась, случилось что-то необычное. Я начала молиться. И говорят то, что в этой пещере все плохое уходит и оставляет только хорошее. Человек выходит из этой пещеры полностью чист. Спасибо за внимание.